Бисмилля, альхамдулиллахи, салату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Сегодня попросили рассказать что-нибудь на исламскую тематику. Здесь ифтар, я как понимаю, все пост держат? Да. Ну, все или практически все, правильно? А намаз кто совершает? Я так понимаю, большинство получается. Не меньше 50, я так понимаю. Только что видишь, только руки кто-то так вообще неудобно так поднимает, стеснительно. Это, альхамдулилля, очень радует. Сегодня хотелось бы затронуть тему в начале, в виде диалога, чуть-чуть построить в виде лекции, потом обсудим какие-то темы, которые, возможно, вас волнуют. Это история человека с одним из его врагов. Как думаете, кто враг человека? Шайтан. Иблис. Самое главное из них это Иблис. Кто такой Иблис? Что о нем знаем? Джин. Джин. Так, он джинном является. Падша. Так, у нас есть ангел. Нет, не падший ангел. Это в христианстве падший ангел. Ангелы сотворены из света. Джинны из огня. А ангелы не ослушиваются Аллаха. Они выполняют только его приказы. Они очищены. А вот джинны, они так же, как и люди, они подвергаются испытаниям. У них, мы люди, правильно? У нас есть желания какие-то, также амбиции. Я что-то хочу, что-то не хочу. Например, пост не хочу держать, намаз не хочу совершать, закят не хочу выплачивать, не хочу что-то делать. Или же хочу, например, вот мне понравился телефон у кого-то, дай мне сюда телефон. Сила есть, заберу. Хочу. У каждого есть свои какие-то вот желания, амбиции есть. И испытание для человека происходит в том, что он свои желания ставит ли в те рамки, которые ему предопределил его Творец. Это такой маленький вопрос, мы к нему вернемся, иншаллах. Но один из основных врагов человека – это Иблис, шайтан. Джин, который сотворял природу его, что он был сотворен из огня, и у него давняя вражда. С каких пор у него вражда с человеком, с родом человеческим? С Адама. Со времен сотворения Адама, алейхиссалям. Аллах Та'аля описывает эту ситуацию и говорит: «Валякада халякнакум». Аллах Та'аля говорит: мы сотворили вас, то есть вас, людей. То есть имеется в виду, сотворили Адама, алейхиссалям, изначально, и в дальнейшем сотворил из глины, из рода земли. Придал ему плоть человеческую, дал ему жизнь, после чего, Аллах Та'аля говорит: «Сумма сауарнакум», после чего мы вам придали облик, образ. Ты человек такой, каким тебя сотворили. Руки, ноги, такой соразмерный вид. Что Аллах Та'аля через это хочет сказать нам? Как думаете? Вот когда Аллах Та'аля говорит вам: мы вас сотворили и придали вам облик. Давайте вот простой момент. Как человек появляется в утробе матери? Задумывались? Наука это все описала, так же? Ну а почему это так работает? Кто вложил, что вот эти процессы и механизмы, они так происходят? Тот же запрограммировал или это все случайность? Само собой разумеющееся, да, в результате эволюции произошло. Ну как-то маловероятно, да, слабо верится. Ну может кто-то верит. Аллах как будто бы напоминает: задумайтесь о своей природе, как вы произошли, откуда вы произошли. Историю вашу. Мы сотворили вас, после чего придали вам облик. После чего Аллах Та'аля говорит: мы сказали ангелам: сджуду ли Адама, сделайте суджуд Адаму. Суджуд это поклон, да? Суджуд земной поклон. Зачем? Можно разве суджуд кому-то делать, кроме как Аллаху? Кто скажет? Нельзя. А как так? Аллах приказывает сделать суджуд Адаму, алейхиссалям. Или я еще другую ситуацию приведу. Иосиф, знаете же, Юсуф, алейхиссалям. Иосиф. В библейских историях тоже приводится. Его 11 братьев, и отец и мать делают ему суджуд. Земной поклон. Как это получается? Они что, ему поклоняются? Вопрос понятен? Есть поклон, почтение, а есть поклон, поклонение. Разницу вы чувствуете? Почтение, уважение, почтение. А есть поклонение. Это надо разделить. У предыдущих пророках, в их шариатах Аллах разрешал этот суджуд, почтение, поклонение. В нашей религии, в нашем шариате пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, запретил это. Запретил кому-либо или чему-либо делать суджуд не только как поклонение, это всегда было запрещено, но как и почтение тоже запрещается в виде почтения какому-нибудь вельможе, знатному человеку поклоны делать. Хорошо, но в то время Аллах сам приказал совершить поклон, почтение кому? Перед Адамом, перед человеком. Это почтение, которое было оказано роду человеческому. Это честь человеку, возвеличивание человека. Так же? Да.
Аллах приказал ангелам сделать поклон, проявляя честь и уважение перед нашим праотцом Адамом, алейхиссалям, и перед родом человеческим. Фасаджаду. Это был поклон почтения Адаму, но поклонение Аллаху, потому что поклонение, ее суть заключается в подчинении, проявлении покорности и смирения перед Господом миров. Это суть поклонения. Проявление покорности, смирения перед Господом миров и возвеличивание Его. Фасаджаду. Все ангелы совершили суджуд, упали ниц. Илля Иблиса, кроме как один Иблис. Иблис кто такой был? Тот сказал ангел, не ангел, джин. Но он жил среди ангелов. Он жил среди ангелов. Это в христианстве говорят, что ангел, кстати. Он жил среди ангелов, но был джином. То есть у него не было, у него так же, как у человека, были какие-то вот желания, страсти. И у него была одна проблема. Он очень сильно завидовал Адаму, алейхиссалям. Адаму завидовал. Он видел, что ему почтение какое-то оказано. И он завидовал ему. И у него также был элемент высокомерия, надмерности. Лям якун мина саджидин. Он отказался сделать поклон, отказался упасть ниц. Каля. И Аллах Тааля обращается к нему и говорит: «Ма манака алля тасджуд из амарту». Что тебе помешало пасть ниц, сделать суджуд тогда, когда я тебе приказал, я тебе повелел? Кто знает, что ответил Иблис? Он сказал, я лучше него. Ана хайру мингу. Я лучше, чем он. Хорошо, аргумент он привел дальше какой-нибудь? Да? Халяктани миннарин ва халяктаху минтин. Ты сотворил меня из огня, его из глины. Я лучше, чем он. Скажите, пожалуйста, вот девушки вот в конце. Аргумент Иблиса, он это довод или нет? То есть ему Аллах говорит: почему ты суджуд не сделал? Я же тебе приказал. Он говорит, что можно, какие варианты решения? Извини, прости, все, я как бы сожалею. Нет, начинаю дальше аргумент приводить. Говорит, я лучше, чем он. Ты сотворил меня из огня, а его из глины. Я лучше, чем он. Это является аргументом? Не является. Давайте так. Это аргумент, который он привел. Но этот аргумент, который перед Аллахом Тааля не будет принят. Очень важно в нашей жизни, мы очень также часто аргументы какие-то в качестве оправдания для себя приводим. Например, почему воруешь? Слышали такое? Что отвечает? Почему воруешь? Все воруют. Все воруют, так же? Все воруют. Почему взятки берешь? А в наше время никак по-другому, так же? Слышали? Как думаете, этот аргумент, это же аргумент, но он будет ли принят перед Аллахом? Нет. Это очень важно понять, не обманывать себя. Аргументов, оправданий. Почему намаз не делаешь, не держишь? Почему пост не соблюдаешь, да? Можно сколько угодно приводить. Вопрос, будет ли этот аргумент в нашу пользу принят Аллахом Тааля? Будет ли он принят тем, кто нас сотворил, и перед кем мы предстанем в судный день? Каля. Аллах Тааля отвечает ему: фахбит минха. Снизойди, спустись. Откуда? С высокого положения, на котором он находился. Он жил среди ангелов. Иблис, он жил среди ангелов и имел высокое положение. Он позавидовал Адаму, что ему честь оказана больше, чем честь. Возможно, он подумал, что больше честь, чем ему. Привело к тому, что он отказался выполнить приказ Аллаха. Высокомерие и зависть. Два качества, которые его погубили. Если мы посмотрим, высокомерие, зависть, она проходит, если попадает в сердца, появляется ненависть. Когда все в деревнях особенно бывает, мой, твой, кого насели, кто лучше стал. Сталкивались, да, с такими вещами? Видели? Зависть, вот эта злоба. Если вот кто-то кого-то опередил, начать его что-то докопаться, где-то что-то. Зависть, злоба. Объясняешь какие-то аргументы, приводишь? Ты кто такой, чтобы меня учить? Слышали такое? Даже если по правде говоришь. Нету аргументов, никаких реальных аргументов нет. Кто такой, чтобы меня учить? Так? Высокомерие. Зависть и высокомерие. Вещи, которые уничтожили Иблиса. Он имел высокое положение, жил среди ангелов, не просто так он жил среди ангелов. Однако же по причине вот этой болезни в сердце, которая у него была, она его привела к тому, что он совершил то действие, за которое Аллах Тааля его изгнал из этого высокого положения. Каля фахбит минха. Фама якуну ляки антатакяббара фиха. Снизойди, то есть оставь это положение, высокое место. Снизойди отсюда. То есть Аллах изгоняет его из рая. Не подобает тебе, чтобы ты тут превозносился, высокомерие свое проявлял,
в раю. И ты теперь из числа презренных. Он был уважаемый, но свое уважение, статус он потерял по причине высокомерия и надменности. Скажите такое, бывало такое, что вы разговариваете с каким-то человеком, и когда вы объясняете ему, что он не прав, он принимает свою правоту. Он признает, что он был неправ. Что происходит в ваших глазах? Вы его больше уважаете или меньше? Прощение, да? Уважаете, потому что он признал, он нашел все силы признать свою ошибку. А если человек явно понимает, вы видите, что все, его загнали в угол, он явно понимает, что он не прав, но он все равно упирается. В глазах падает? Нет, но злость появляется. Злость появляется. Но все равно злость появляется. Смотрите, у кого-то падает в глазах, но принятие того признания, что ты не прав, оно уже тебя как бы статус повышает. Иблис, он проявил высокомерие. И поэтому, по этой причине, он потерял то положение, которое он занимал до этого. Но он на этом не успокаивается. Аллах Та'аля говорит, снизойди, сгинь. Ты являешься теперь из презренных, из низких. Каля. Иблис говорит, анзирни иля яуми юба'асун. Дай мне отсрочку до дня воскрешения. До дня кого воскрешения? Когда люди будут воскрешены. Что значит воскрешение? Кто знает? Судный день. Судный день. Как будет происходить воскрешение? Откуда мы вообще об этом можем знать? С Корана. Давайте так. Мы о загробном мире, о том, что после смерти будет, у нас нет возможности понять это через опытным путем. Так же? Невозможно. Как говорят, оттуда никто не возвращался, да? Оттуда никто не возвращался, чтобы сказать, что там ничего нету. Так же? Откуда мы можем знать? Есть явные доказательства, скажем, аргументы. Это можно отдельной темой обсудить. Того, что Коран это книга Бога. Что пророк Мухаммад, саллиллаху он посланник Божий. Если человек в это уверил, он верует, соответственно, то, что Аллах через него сообщил о вечном, о загробном мире. Кто сотворил загробный мир? Аллах. Он знает о нем? И он нам сообщил. Если мы верим в это, мы это принимаем. Соответственно, мы принимаем то, что он сообщил о вечном мире. Когда душа и тело воссоединятся, и мы оживем, заново оживем, будем живые. И в судный день будет расчет. То есть Иблис просит отсрочку. Дай мне отсрочку до дня, когда эти люди, будут воскрешены они. Каля. Иннака миналь мунзарин. Аллах Та'аля говорит, ты из тех, кому дана отсрочка. Все, тебе, Иблис, дана отсрочка. Каля. Фабима агвайтани ла ак'уданна лахум сиратакил мустаким. Иблис дальше продолжает. За то, что ты меня ввел в заблуждение, я буду поджидать их на прямом пути, который ведет к тебе. Смотрите, интересный момент. То есть он, получается, проявил высокомерие, а перекинул ответственность на кого-то другого. Да? Почему воруешь? Аллах так предопределил. Да? Да. Интересно. Каля, он сказал, за то, что ты меня ввел в заблуждение, я буду поджидать их на прямом пути твоем, который ведет к тебе. После чего я буду подходить к ним. Мин бейни айдихим. Буду подходить к ним спереди. Ва мин хальфихим. И сзади. Ва ан айманихим. Справа. Ва ан шамаилихим. С правых сторон. Слева. То есть будут подходить сзади, спереди, справа, слева. Что значит? Отовсюду. Я буду отовсюду поджидать их. Любой возможность буду искать для того, чтобы их увести в сторону. Валя таджиду аксарахум шакирин. И ты найдешь, что большинство из них, они неблагодарны. Большинство из них неблагодарны. Чему они неблагодарны? Ты им такую честь оказал, чтобы ангелы им суджуд почтение сделали Адаму. Возвысил их над другими творениями. Также физически мы не сильнее, чем другие живые существа. Так? Но Аллах как-то возвысил человека. Ты им такую честь оказал. Ты найдешь, что большинство из них неблагодарны за ту милость, которую ты им оказал. Бывало такое, что кто-то видел, как человек близкий умер, или перед ним кто-то умер. И у него в мгновение такой переворот сознания происходит. Я говорю, точно намаз начну делать. Точно какой-то вот грех оставлю. Бывало такое? У кого бывало? Бывало. Бывало. Наверное, у многих было. Несколько человек руку подняли, остальные стесняются. Но по факту это бывает периодически у всех. И человек решается, вот все, начну. Проходит время, неделя, 2, или, например, коронавирус. Что делать, куда бежать, какой дуа делать? Бывает же? Какую молитву сделать, чтобы помогло? Проходит время, и немножко чувство притупляется, забывается человек. И это природа. Адам, как и мы, он забыл. «Валям наджид ляху азма». И решимость у него ушла. Когда человек в начальном таком порыве, грубо говоря, когда у него беда, когда кто-то умирает,
ему говорят, делай так, он очень часто делает. У него есть решимость, есть понимание. Как только решимость пропадает, шайтану использовать желание человека намного легче. Избить его намного легче. И когда он забывает. И Аллах Та'аля говорит, «Факульна я Адам». И мы сказали, «О Адам, инна хаза адуввун лак». Этот Иблис, он является врагом для тебя. Зачем говорится, что он враг? Чтобы относились к нему как к врагу. Чтобы имели его в виду. Он является врагом для вас. «Вали зауджик» и для твоей супруги. «Фаля юхриджаннакума миналь джаннати фаташка». Пускай не произойдет так, что он выведет тебя из рая, и тогда ты будешь несчастным. Как он может вывести его из рая? Ну, что он подал соблазн. Соблазн. Подлать соблазну причин какой-то. Он совершает действие, которое становится причиной выхода из рая. В данном случае съесть запретного плода. В раю будет таково, то есть в этом месте обители, в которой ты будешь находиться, будет такое, что ты не будешь испытывать голода, то есть не будешь голодать, и не будешь нагим. И ты не будешь испытывать жажду в нем в раю, и не будешь испытывать зноя. Человек обычно что хочет? Одежда, пропитание, безопасность, чтобы квартира была своя, дом свой комфортный, правильно? Чтобы комфорт был, жары, холода не было. Безопасность определенная. Все это у тебя в раю есть. Главное твое испытание, которое для тебя есть. Нет, трогай, это запретное дерево. И подходит к нему шайтан. И делает ему научение. И говорит, Адам. И говорит, о Адам, не указать ли мне тебе на... О Адам, не указать ли тебе на дерево вечности и власти, которая никогда не закончится? Дерево вечности и власти, которая никогда не закончится. Человеческая природа. Вечно быть, да? Власть. Так же? Забыл. Решимость спала. Есть желание природное у человека. Подходит с этих сторон, он начинает его накручивать. Адам, алейхиссалям, поддался. Фаакаля. Он поддался, его супруга поддались. Фаакаля минха. Кстати, в исламе я не слышал такого, чтобы Хава подбила Адама, алейхиссалям, да? Во всем виновата женщина. У нас, такого я не видел. В основе это берется от людей Писания. Фаакаля. И они что, поели минха. С этого запретного плода, с этого дерева, да? Адам и Хава. И после этого, через несколько лет, Аллах говорит, ихбита минха. Все. Вы съели, нарушили запрет, теперь покиньте рай. Уйдите из рая. Джамиян, уйдите все вместе. Мы грех за родителей несем, за то, что они совершили такую ошибку. Нету понятия первородного греха в исламе. Человек рождается чистым от грехов, безгрешным рождается. И поэтому причащения в исламе тоже такого понятия нет. Все вместе покиньте рай. То есть оставьтесь, спуститесь на землю. Ба'адукум ли ба'адан аду. Одни из вас будут врагами для других. Для кого? Иблису. Род Иблиса, его сторонники и люди. Одни для других будут врагами. Когда же придет от меня для вас я верное руководство. Кто последует за моим руководством, тот не впадет в заблуждение и не будет несчастным. А что значит не впадет в заблуждение? Верная дорога будет идти. Верная дорога идти. Откуда верная дорога? Один философ одно сказал, другой философ другое сказал. А это Бог сказал. Тот, кто сотворил небеса и землю. Если ты веришь в это, если ты действительно веришь, что это от Господа миров, но относись к этому должным образом. Это не слова мудреца, не слова группы мудрецов. Это слова Господа миров, руководство от Господа миров, которое тебе говорит, что хорошо и что плохо. Но какая истина может сравниться, чья мудрость, чьи слова могут сравниться со словами Господа миров? Конечно, здесь вопрос возникает в том, веришь ли ты действительно в это или же нет. Вот с точки зрения логики. Когда человек говорит, я верю в Аллаха, но я здесь с ним не согласен в Коране. Так же бывает такое? Не, я вообще мусульманин, но я не согласен с таким положением. Но если ты уверен, что это положение не просто тебе кто-то сказал на стороне, да, а что действительно это положение есть, и ты веришь, что это от Аллаха, но давайте, как будто бы человек хочет сказать,
Ты Бог-творец, да, но ты должен религию мне дать ту, которая мне нравится. В противном случае я с тобой не согласен, Бог, ты не прав. Также имеет значение. Это книга от Господа миров, руководство от Господа миров, которое обладает абсолютным знанием, абсолютной мудростью. И его слова, его повеления, его запреты основаны на этой абсолютной мудрости и на абсолютных знаниях. Понимаем мы эту мудрость или не понимаем, это надо принять и понять. И Аллах Та'аля говорит, кто последует, он не впадет в заблуждение. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И заходит его брат и говорит, теперь ему матом ругаться нельзя. Кто может ответить правильно? Как правильно ответить на такой вопрос? Вот вы хотите намаз научиться делать. И приходит твой друг, говорит, все, по дискотекам теперь тебе нельзя ходить. Воровать то нельзя, выпить нельзя, покурить нельзя. Все, жизнь закончилась, да? Вот намаз начал делать. Правильно или неправильная позиция? Неправильно. Почему неправильно? Смотри, почему момент? Никому нельзя. Я ему тоже говорю, смотри, дорогой, вот он заходит, видит своего брата, что намаз учится делать. Он говорит, теперь ему матом ругаться нельзя. Я говорю, матом ругаться нельзя. Ни мне, ни ему, ни тебе. Но в чем разница? Мы когда умрем, будут чаши благих дел, чаши грехов. Так же? Вот эти дела, алкоголь, дискотека, куда пойдет? На чашу грехов. Так же? А молитва на чашу благих дел. Если ты оставишь молитву, ты еще чашу грехов усилишь оставлением молитвы. Если ты при всех этих грехах будешь совершать молитву, это минус, конечно. Но у тебя молитва стирает те грехи, которые ты совершаешь. Облегчает. Поэтому его положение легче. Рустам Абы просил передать, что наш уважаемый Гульдар Ярулина поздравляется. От мама Казани. Передается благодарственное Камиля, да. Передается благодарственное письмо. Отправили повесточку из Казани. Рахмет Хатан. Жибердилер. Рахмет Рустам. Bugün mesut topağından min ojmağa kirem Eytirhinde yazmışımdı şulay yazgan qirem Ey Müslümanı dünyahı Gümüş davuşlu adam Ey Müslümanı dünyahı Hoş hayırlı Ramazan Ey Müslümanı dünyahı Gümüş davuşlu adam Müslümanı dünyahı Hoş hayırlı Ramazan Doğan yerim toprağınandır uz alıp hacga Sıkham ilime iminlik sefer bir hin Huday Ey Müslümanı dünyahı